Что туда ты кладешь? Я поближе поснимаю. Сахарный песок. Вот этот опять за кадром что-то там учит. Ну, конечно. Меня раз задорили, значит. И всегда демонстрация шла до первой большой лужи. Вы знаете, какой такой дух был праздничный, интересный. Нам нравится. Надо стырку посадить обязательно. И с узорами булочки всегда вкуснее. Да, сделаем узоры. Это у меня в памяти осталось. Мы приезжаем с сенокоса, то оно кисло-сладкий вкус, такой насыщенный кисло-сладкий вкус. И миллион поцелуйчиков тебе за это. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы опять на кухне, и я собралась испечь, булочки, такие простые булочки. Что-то очень захотелось, вот что-нибудь такого своего покушать, испечь своего, давно уже не пекли. Вот, и по старинному рецепту, как мы раньше делали вот это тесто, такие пышные ватрушки делали. Из этого же теста сегодня хочу приготовить вот булочки. Ну, я тоже поздороваюсь с вами, друзья. Здравствуйте всем привет. И я, как обычно, за кадром, но при дегустации, конечно же, буду в кадре, я знаю, что у Маши булочки всегда вкусно получается. Чтобы не сглазить, конечно, чтобы на этот раз тоже получилось все удачно. Я поснимаю немножко, вот. Я думаю, вот обычно Маша делает всегда закваску, и на этот раз, наверное, тоже не ошибусь. Что туда ты кладешь? Я поближе поснимаю. Сахарный песок. Подожди, я поближе поснимаю. Так же, как в прошлый раз, значит, беру молоко теплое 240 грамм и 2 чайные ложки сахарного песку ложу и дрожжи. Высыпаю дрожжи и проверим, как будет работать. Шапочка будет, не будет. Это сейчас все перемешаю. И на 10 минут в сторонку. В теплое место, да? Нет, прямо здесь на столе оставлю в сторонке. Ну, если в теплом месте, может, лучше, нет? Я такой советчик, да. Я такой советчик. Без моего совета куда же это? Да. Сейчас, наверное, опять зрители меня. Вот этот опять за кадром что-то там учит. Да. Ну, я просто посоветовал. Может, в теплое место еще так и поставить можно. Пусть здесь побудет. Ну, хорошо. На столе. Короче, если дрожжи нам хорошие, нужно, чтобы дрожжи, если вот вкратце, нам нужно, чтобы дрожжи заработали. Они сейчас в спящем режиме, нужно, чтобы они включились в онлайн режим. Вот так. Ну и подождем. Сколько, Маша, ты сказала? Где-то минут? 10-15 минут. 10-15 минут. 10-15 минут, конечно же, не будем мы все это снимать. А мы выключимся и включимся уже, когда все заработает. Уже будет готово. Ты сейчас скажешь, ты когда уже булочки будут готовы. Нет, это я все буду снимать. Все. Значит, у меня 10 минут прошло. Вон, шапочка образовалась. Ну-ка я покажу. Значит, дрожжи хорошие. Можно месить тесто. Да, вон такая шапочка. Ну, сейчас, что будет сюда, Маша, ложить? Замесочную миску возьмем. Так, здесь у меня, значит, 600 грамм муки я взяла уже. Просеянную. Да, только хотел добавить. Просеянную. Просеянную муку. Дальше сюда я добавляю сахар. Ну, здесь 80 грамм сахара было, но 2 столовые ложки уже взяла. Остальное сюда высыпаю. Так, потом, значит, масло. Масло у нас растопленное, сливочное масло. Да, 80 грамм масла. Так. Значит, 2 яйца. Они у меня были в комнатной температуре. Из холодильника уже давно вытаскивала. Чтобы не такие холодные, как говорят. Ну, домашние. Комнатная температура. Так.
Ну и выливаю, значит, сюда же дрожжи. Молоко, дрожжи там. Уже которые работают. Так. И это все. И это все замешиваю. Забыла соль. Не забыла, раз вспомнила. Вот Забыла когда, соль. вот когда бы я укусил эту булочку, да, Без соли. ты сказала, что забыла соль, то можно назвать, Ну, Что пол забыли? чайной ложки соли добавляю. а так нет, не забыли. Так, ну и все. Замесим тесто. Месим долго, 5-7 минут. Это залог пышности, да? Да, чтобы, да, всё как бы лучше подымется. Воздушнее будет, Пышнее, да? пышнее, воздушнее, да. Тесто такое эластичное, к рукам не липнет. Эластичное оно должно быть, потому что 8 минут Маша без перерыва месила это. 8 минут. Вот по таймеру 8 минут. Уже сейчас 9 минута пошла. Она все месит и месит. Вот. Наверное, это уже хватит же машине. Ну да. Сейчас маслом растительным намажу это тесто. Угу. И сюда тоже. Пусть поднимается. И пусть у нас получится булочки. Ну, конечно. Меня раз задорили, значит, что я жду булочки. Закрываем, друзья, пищевой пленкой, потому как родная крышка вот этой замесочной миски, она когда тесто поднимается, она выстреливает, как пушка такая. И громко так даже. Пусть поднимается. Ну, время где-то час, я скажу, да? Примерно, да. Все. Примерно час. На часок откладывает. Всё. Не дождались мы булочек, пока решили попить чайку. Ну, между делом. Вот сегодня видео вот снимаем, сегодня у нас 1 мая так-то. Это видео выйдет, конечно, попозже. Но вот данное видео снимаем как раз сегодня 1 мая. 1 мая, мир, труд, май, да. А на улице сегодня тоже такой северный, северо-западный, что ли, прохладный вечер. Ветер очень, ну, неприятно так. Я тоже не выходил, и Маша так, Утра-то вроде бы и погода хорошая. Маша небо так-то чистое было. собралась уборкой заниматься на улице. Там все так и весна, и все это дело появляется из-под снега, да, и надо почистить. И, ну, вот не получается погода. Будет еще весна, будет. Потому что тоже простыть. Некуда спешить. Целый Да. май еще на носу. Да, целый май еще на носу. Демонстрации как такого, наверное, не было, вот как раньше. Но музыка вроде бы играла. У нас слышно, потому что ветер с той стороны. Ну, какое-то мероприятие в клубе было, но не такое масштабное. Помнишь, как в детстве, там, 1 мая, С флагами. это же праздник такой шикарный. Это демонстрация, идешь, мир, труд, май, первый весенний праздник. А у нас тогда асфальта не было, помнишь? И всегда демонстрация шла до первой большой лужи. Мелкие лужи не считались, которые можно было обходить. А где-то вот от нас, наверное, где-то полкилометра, наверное, вот эта лужа, большая это была лужа. Помнишь? Около 2-го Михайловского магазина, там лужа. Здоровая лужа, там лодкой надо переправляться.
И вот обычно там демонстрация разворачивалась и обратно ехал. Ой, обратно шли, уже обратно к клубу шли. Но, вы знаете, какой такой дух был праздничный, интересный вообще. И несмотря, что этот 1 мая не церковный праздник, он же не церковный праздник, так сказать, а праздник трудящихся, и его и наши бабушки, и мамы тоже отмечали то, что дома пекли, вот что на пекли, что этот церковные праздники, что пекли, то же самое, и также праздничное было настроение, также пекли такие 1 мая, там выпечка, шанги, некоторые там брашку делали, некоторые там еще что-то. Все весело было, народу много было. И в то время мы даже и не могли представить себе, что когда-то это вот, все вот эти веселые праздники закончатся, их не будет. Ну, кроме 9-го, естественно, вот 1 мая. 9 еще празднуют. 9-го это святой праздник. Но 1 мая как бы тоже весело мы проводили. Майские праздники вообще классные были. Мы, друзья, чай пьем. Маша-то уже выпила, я тоже буду пить. Я Повидло, свободна. повидло у нас, тыквенное повидло еще немножко есть в подвале. И немножко все кушаем. Вкусно? Да. Не, Да. мне нам нравится. Надо тыкву посадить обязательно. Надо тыкву обязательно посадить. Именно вот такие маленькие. Маленькие, чтобы выросли маленькие. Да, мне сорт там написали, как называется этот. Не, сорт такой, он больше не вырастет. Сорт такой. Мне понравилось это. И цукаты, прошлый год цукаты из тыквы делали, тоже понравилось. А в этот год, если там тыква будет, по-другому немножко делаем. Что, цукаты по-другому? Да. Конфетки делаем, толстые. Жевательные, значит. Это цукаты тоже вкусные, вот эти, которые тонкие, а вот толстенькие вообще вкусные. Это конфетка получается. Ну что, у нас тесто-то поднимается еще. Я сейчас выпью чай, потому что когда еще это там, когда тесто поднимется, когда Маша там, я успею проголодаться и опять как раз в том времени как раз будет еще чай опять с булочками буду пить. Вот так. Все. Прервемся На чаепитие. на чаепитие. Маша-то уже выпила, наливай второй стакан, так вместе со мной попьем. А я пока болтал, у меня и слюни даже исчезли, надо попить. Так, друзья, прошел у нас час примерно. И вот насколько тесто поднялось. Да, тесто поднялось. Довольно-таки неплохо. Шипит. Шипит наше тесто. Сейчас Маша будет из этого теста. Я не знаю, что лепить, но я буду снимать. Вот такое тесто. Пышненькое, с дырочками. Живое такое тесто. Ну, скорее всего, Маша сейчас будет разделять на эти порции маленькие, да? Ну, примерно, да? Да. Ну, уже в курсе. Ну, вот так примерно разделываю на порции. Малышка пришла, ходит. Он так и мяукает, на улицу просится все время. Ну, Сейчас покажу, друзья, какие Маша заготовки сделала. Поближе сейчас. Вот такие. Ну, из нашего теста получилось вот 8 или нет? 8, да. 8 заготовок таких булочек.
Да. Потом Пышных булочек. Сейчас немножко, чуть-чуть, пускай это, наверное, давай. поднимется и потом узоры будем делать. Да, Маша узоры хочет делать. Просто вот булочки неинтересно давать. С узорами булочки всегда вкуснее. Да. Сделаем узоры. Ну вот так. Вот такие кружочки. Пускай немножко, чуть-чуть поднимется. Так, небольшие узоры Маша делает. А я поснимаю, как она узоры делает. Просто, наверное, нужно это самое, друг другу мешаются там палочки. Вот такие узоры. Вот так. Молчу, затаив дыхание. Булочка очень быстро форму восстанавливает. И на противень. Первая булочка такая на противне. Вот. Ну и остальное тоже так же. Давай. По-другому. Вот это вот так делали, там другой. Чуть-чуть рисунок уже. Ну а принцип один и тот же там. Вот такой узор, если можно так сказать, узором булочку, то вот такой узор. А теперь надо, чтобы еще немножко опять уже на противне поднялось. Подождать. Подождать, смазать яйцом и все. Ну и так, друзья, вот готовые узорчики, готовые наши булочки. Вон там с краю снежинка, очень красивая. Вот.
Видите? Сейчас мы включим духовку. Маша там сразу включит духовку на 180 градусов. И пока греется, вот эти немножко поднимутся. Ну и, соответственно, сейчас еще, думаю, Маша смажет желтком яичным. Потом посмотрим, как испечется, что получится. Все отлично, Маша, будет. Все отлично. Так, выглядят наши красавцы до духовки. Ну, у нас время подошло. Духовка согрелась у нас до нужной температуры. Мы добавили на 200 градусов. Ну и на 20 минут духовку. На 20 минут, да? Да, на 20 минут засекай. Как язычку. Ну, короче, 20 минут, а там будем смотреть еще по времени. 20 минут прошло. Ну, вытаскиваем, что получилось. Ух ты! Ух ты! Вот такие булочки. Прекрасно выглядят. Просто суперские булочки. Ну, а теперь будем мазать маслом. Сливочным. Да? И они будут мягкие, пушистые, вкусные. Сливочным маслом. Крылья рябчиковые закончились. И он силиконовой кисточкой наша пользуется. Вот так, друзья. Булочка уже на блюдечке, смазанные сливочным маслом, настоящим сливочным маслом, не спредом каким-то не будет, настоящим сливочным маслом. Просто шикарные булочки. И сейчас закроем полотенцем, чтобы, ну это надо всегда выпечку, чтобы она более мягкая и пышная стала, когда горячая. Ну, я понимаю, что мягкая, но все равно закрывать надо на некоторое время. Вот. И потом уже мы будем снова пить чай. Только с булочкой уже. Да. За чай душу продадим. Что, очередной раз чаем, но уже с булочками. Сейчас меня Маша угостит быстренько. У меня тут варенье малиновое, потом варенье из тыквы, потом из брусники. Булочка, да? Пушенькая. Ну-ка, дай-ка. Пуш-пуш. Прям пуш-пуш. Да? Так, где сейчас прямо. А малиновое варенье привкуску всегда надо с чаем. Именно привкуску. Вкусно. Очень вкусно. Я узор. Вкуснотища. Булочки спеклись. Пышные. Да, пуш-пуш, да. Сладковатый вкус такой. Получились. Маша молодец. Ставим лайки, друзья. Я поставлю 10 лайков. Очень вкусно. Ты с вареньем попробуй, вообще шикарно. Маша. С вареньем чай, привкуску. Булочка такая мягкая под полотенцем. Становится. Вообще мягкой становится. Она же так мягкая, она еще мягче становится, потому что сразу маслом, Маша сразу, как только вытащили с печки, ну, с духовки, сразу с сливочным маслом. Потом накрываем. Как пушинка булочки. Вот так. Так что Миллион сердечек тебе. Поцелую сейчас.
из этого теста вроде бы вот булочки, ну вот такая получается. Да. И пирожки Прошлый получаются, раз, и да. ватрушки получаются. Второй делайте одно, и также одинаково. Да. Тесто готовлю на вот эти булочки. Ватрушечки, что с черникой, что с любым повидлом там, или еще с чем-то начинкой, брусника очень вкусно получается. Вот. Ну что, друзья, наши булочки, майовские булочки готовые. Мы уже трапезничаем, так сказать. Бруснику вон, с сахарным А. песком. Ну, камера уже далеко, да, не буду показывать. Мы бруснику еще кушаем, вот бруснику размораживаем, у нас в морозильнике, да, потом наливаем туда именно не кипяченой, а колодезной воды, прям колодезной воды, и сахар. И пускай немножко оно настаивается там, то оно кисло-сладкий вкус, такой насыщенный кисло-сладкий вкус. В жару это вещь. Это у меня в памяти осталось. Мы приезжаем с сенокоса. Каждый день мы редко там с ночевкой ездим, потому что до сенокоса километров, наверное, сколько там, 10-15. Один луг 15, другой там 10 километров. И каждый вечер, каждый вечер приезжаем. Вот представьте, жара 30 градусов, ты уставший приезжаешь, и мама такая приготовила вот этого лимонада, в то время не было, да, и приготовила вот этот. Или морожка, две тарелки. Морожка тоже с водой, С сахарным песком. с сахарным песком, да, сладкая морожка. И брусника. И вот это в память врезалось, это осталось на всю жизнь. Вкусный хлеб на столе еще испеченный. Да, больше ничего не надо. Больше ничего не надо, потому что ты уставший, тебе надо быстренько вот сладкое, чтобы энергию восстановить. И холодные. И холодное, чтобы и кисло-сладкое, это все вот эту жажду моментально удаляет, да. Очень вкусно. Ну и мы в продолжении тоже, хоть на сенокос не ходим, но вкусняшки такие Маша готовит. Большое тебе спасибо, Машенька, за такие вкусняшки. И миллион поцелуйчиков тебе за это. Вот так. Ну, Всё, так, друзья. Советую, готовьте. Всем. Маша плохого не посоветует. Я вам это гарантирую точно. Все, будем прощаться с нашими зрителями, нашими уважаемыми. И всегда ждем вас на нашем канале. Приходите на нашу кухню и смотрите, как готовит Маша, как болтаю я. Все Ну вместе. и на прогулочку. То Маша иногда на прогулку выходит, то это самое я. Сейчас лето будет. Буду по возможности почаще уезжать. И еще YouTube. Такое дело, что то сегодня он есть, то может быть завтра его нету. И по традиции уже приглашаю подписаться на наш Дзен-канал. А на Дзене наш канал называется «Деревенские заметки». Вот так. Смотрите. Да? Смотрите, подписывайтесь. Это тоже самые видео, те же самые видео. Ну, вдруг вы, чтобы у вас был запас, чтобы не потеряли нас. Вот так. Ну и наболтал я сегодня машину. Ладно, всем пока, всем удачи. Праздничного настроения всем. Да? Майские весенние праздники, они хорошие. Мир, труд, май. Так что всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. А я дальше пить чай с Машиными вкусняшками. Замечательные булочки. Просто замечательные.